Всем привет, ребят! Очень рад вас видеть. И сегодня будет немножко географическая тема. На самом деле я очень обожаю географию и, наверное, не совсем в понятном формате для вас. Если многие, кто любят путешествовать и в целом интересуются о разных странах мира, а есть такие, как я, вот типа я такой один, наверное, который вообще тащится от того, как устроена страна, что внутри нее, какой там политический строй, какой менталитет, какие понятия у людей. То есть мне не интересно, где находится какой памятник, мне интересно вообще, чем дышит, чем живет страна. И так как я этим очень увлекаюсь в целом и как бы люблю свою страну, и если все это вместе совместить, получится такой прикольный видос: безвизовые страны для Казахстана. Как бы на самом деле мне получить куда-либо визу особых проблем не составит. И это не так уж-то и дорого. В ту же Европу, в Канаду, в Штаты. И не так сложно, как кажется. Но в целом гораздо приятнее, когда тебе вообще ничего не надо делать. Ты просто берешь паспорт, летишь, никакой бюрократии, подготовки, прилетаешь, отдыхаешь или занимаешься своими делами. То есть это гораздо круче. И сейчас мы поговорим о таких странах, у которых у нас безвизовый въезд. Начнем с того, что, естественно, мы можем передвигаться по всему СНГ без визы, а некоторые страны, такие как Россия, Белоруссия, Киргизия, в них мы можем совсем просто двигаться с нашим удостоверением личности без загранпаспорта, что тоже достаточно мило. Вот. И начну я, наверное, с нескольких стран Европы. Они достаточно интересны тем, что у них сохранилась древняя культура. И начну я с Албании. Албания — это бывшая страна, которая распалась на Сербию, Албанию и частично Македонию, если я не ошибаюсь. Напишите в комментариях, если я ошибся. На фоне будет играть такой видосик, чтобы вообще вот вам было понятно, что к чему. Албания на самом деле очень колоритная страна, и многие отзываются о ней как о бедной, но эта страна идет в гору, потому что она практически уже в Евросоюзе, и для нее открыта вся Европа, безвизовый. На самом деле она не такая кошмарная, как выглядит и как многие показывают. Очень красивая страна с небольшим населением, с, в принципе, похожим языком на русский. То есть его выучить гораздо проще, чем тот же испанский, французский, немецкий, итальянский и так далее. Вот, переходим дальше. Вторая страна, про которую я уже сказал, это Сербия. Сербия, у нее совсем крошечное население, и как бы она немножко колоритнее в плане природы. Она посимпатичнее Албании и, честно говоря, немножко побогаче, кто бы что ни говорил, какие данные, то есть все-таки у них с этим все получше, и страна движется вверх. И дальше, первое, что я хотел бы вот из этих стран, на самом деле у нас в Европе 4 страны, это надо знать, которых мы можем посещать без визы. Албания, Сербия, Македония и Черногория. Черногорию мы можем посещать в туристические периоды, то есть это 8 месяцев в году без визы. Ну и Молдова, хотя Молдова она принадлежит к СНГ, но все-таки она находится в Европе. Вот. Македония. Столица Македонии — город Скопье, не знаю точно как правильно. В целом страна из почти 2 с чем-то миллиона человек по численности является очень-очень старой, и в ней родились многие известные люди, 2 человека, 2 брата в ней родились, там стоит памятник этим братьям. Кстати, вот тоже прикольный факт, то, что девушка, которая держит 2 пистолета, то есть вот эта стрельба с 2 рук 2 пистолетами тоже была придумана там. Так вот, про братьев. Там родились 2 брата, и им даже стоит огромный памятник, которые повлияли, которые повлияли на славянский алфавит. И вот они, кстати, на картине, эти 2 брата. Вот, они его как бы придумали. Вот, идем дальше. Молдова, страна, про которую я уже сказал. Чем она интересна? На самом деле, своей живописной природой. Там очень хороший и приятный климат. Во многом похож на Казахстан, на Алмату, да, он близко к Алмате. Там очень много вина, и в целом практически 70 или 80% территории — это виноградники, что очень-очень много, да. Мы видим, насколько это красиво, поля, и очень здорово, то есть там как раз-таки и жить там можно тоже за сущие копейки. Хотя и зарплата там очень низкая, и в среднем там получают в районе 60 тысяч тенге, и это считается, что как бы ты хорошо зарабатываешь, вот. Как-то так. Идем дальше.
Как бы я перечислил Европу, частично СНГ. Теперь есть страны, в которые у нас... Почему я их выбрал? Потому что многие другие, даже более развитые, чем Казахстан, не могут туда попасть. Есть такая страна, как Туркменистан. Многие о ней слышали, потому что частично она наш сосед по менталитету. Это тоже тюркоязычная страна, вот, которая была в свое время в Советском Союзе. Так вот, Туркменистан, чтобы получить в нее визу, для тех же россиян придется очень-очень сильно попотеть. Это не такая простая задача, потому что там с этим очень жестко и дают визу не каждому. Но для Казахстана, именно для жителей Атырауской и Мангистауской области, безвизовый въезд на 14 дней, что на самом деле очень здорово. Можно посмотреть вот на такую вот красоту. И это очень круто. Ашхабад красивый город, хотя указано, что посещать могут какой-то определенный регион, что на самом деле не так. Ты можешь попасть в Ашхабад без каких-либо проблем. Вот. Так что если вы найдете инфу, не пытайтесь бежать в комментариях и строчить, что я был неправ. В общем, очень здорово. Следующее, что я бы хотел отметить, это страны Латинской Америки. Для нас включены несколько стран. Это Аргентина, Коста-Рика, Эквадор и Колумбия. И Бразилия, извиняюсь, что немаловажно, потому что, в принципе, это одни из самых развитых стран в Латинской Америке. И это здорово. В Аргентине мы можем присутствовать без каких-либо проблем аж 90 дней. Итак, я открою видео, оно просто покажет небольшой колорит Южной Америки. Вот, надеюсь, вам понравится. Как бы полететь туда отдохнуть, это тоже очень здорово, потому что можно увидеть кучу красивых мест, просто рай на земле. И еще, кстати, я забыл сказать про Кубу. Вот, тоже замечательная страна, где можно увидеть старые «Жигуленки». Вот, так что как-то вот так. И идем дальше. Я, в принципе, сказал про Латинскую Америку, и туда поехать обязательно стоит, но также хочется упомянуть и про азиатские страны. И первое, что я выбрал, это Гонконг. Вроде бы звучит, что страна достаточно, как бы, когда слышишь Гонконг и не знаешь, что это такое, ты вспоминаешь, типа, боевички, где главный герой попадает зачем-то в Гонконг, и там много людей, какой-то базар, но нет. Гонконг — это тоже очень живописное место, которое соединяет с собой природу, воду и, ну, то есть экшен именно вот этого вот футуристического города, чего-то такого, чего просто, вот эти высотки, красота, то есть как-то такой небольшой баланс. Конечно, съездить и посмотреть тут страну стоит, и мы можем это сделать как бы без проблем, без какой-либо визы. Идем дальше. Многие мечтают попасть в Дубай, в Арабские Эмираты, потому что это очень распиаренная и действительно на славу богатая и красивая страна. Наверное, за счет своего богатства она так и обустроена, что притягивает миллионы туристов ежегодно. С 10 марта, сейчас уже ровно неделю, для казахов, для казахстанцев с нашим паспортом мы можем безвизово въезжать в эту страну. Хотя до этого у нас был въезд визовый, что очень здорово, потому что Арабские Эмираты в десятке самых развитых в мире, и это как бы не слабенько. Вот, идем дальше. Своего рода первое место именно для казахстанцев я дал Южной Корее. Немаловажно, что теперь мы можем по загранпаспорту бывать в этой стране аж около 30 дней. И это классно, как бы не так сложно туда поехать и оформить рабочую визу, и Корея не очень от нас далеко, то есть билеты в Сеул, они копеечные. Вот. Все мы знаем то, что в Корее высокий уровень жизни, ведь страна находится на огромном, страны высокий потенциал, она развивается ежегодно, увеличивает свой ВВП просто экспоненциально. То есть с ней не могут сравниться самые ведущие страны, она перепрыгивает всех, кого можно, потому что буквально каких-то 50 лет назад уровень жизни, не 50, извиняюсь, 80 лет назад в Южной Корее был уровень жизни $80 на человека. $80. Чтобы вы понимали, в Конго около 800, да? То есть в самой бедной стране в мире. То есть представьте, как было все плохо. И страна просто подняла с колен себя, да, скажем так. Вот. В принципе, я замкнул топ. Вообще для Казахстана есть около 80 безвизовых стран, и я беру те, что визовые, но получить визу не составит труда в аэропорту. Это, в принципе, тоже очень здорово, когда ты просто приезжаешь и платишь $10, и все. Вот тебе виза. Вот. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Ставьте лайки, если вам интересна эта тема. Давайте наберем еще 300, и я сниму что-нибудь вот очень-очень-очень крутое, связанное с географией. Так что давайте, let's go, ребят. Подписываемся. Всем пока-пока.